Добрый вечер. Это итоги дня на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Смотрите в этом выпуске. Ситуация с лесными пожарами по-прежнему сложная. На сегодня в республике тушат 92 возгорания. В районах вызывают искусственные дожди. В этом году на территории столицы планируется переселить более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сегодня в головном здании Республиканской прокуратуры состоялось торжественное открытие музея. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров к 2024 году составит более 20 тысяч рублей. Этим летом нерюнгринские активисты организовали большой ролевой проект «Ключи от города». Ситуация с лесными пожарами находится на постоянном контроле у главы региона. Совместно со спасательными службами глава республики в эти минуты совершает облет пожаров на территории Хангаласского района. По сведениям Минэкологии Якутии, всего на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 92 лесных пожаров общей площадью пройденным огнем 249,5 тысяч гектаров, расположенных на территории 19 районов. Из них локализовано 23 лесных пожара, а с начала суток ликвидированы 13 пожаров. Самолет Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков за прошедшие сутки произвел вылеты по Усть-Майскому, Горному, Тампонскому и Таттинскому районам. А сегодня Ан-26 «Циклон» ведет работы по искусственному вызову осадков в заречной группе районов. Тем временем обработку лесов от сибирского шелкопряда завершили в Хангаласском, Намском и Якутском лесничествах, сообщает Минэкологии республики. Истребление вредителей проводили с помощью опрыскивания леса химикатами с самолетов. Использовались 7 бортов с оборудованием ультрамалого опрыскивания, говорится в сообщении. Также специалисты проведут работу по учету эффективности обработки очагов сибирского шелкопряда. Предварительный осмотр уже показал эффективность. Прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировался. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан. Тем не менее, по его словам, их число велико само по себе. Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне, сообщил Райан. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире зарегистрировано более 184 миллионов заболевших коронавирусом, умерло почти 4 миллиона человек с подтвержденным COVID-19. Больше всего случаев коронавируса по-прежнему зафиксировано среди американцев. Якутский перинатальный центр принимает беременных и рожениц с коронавирусом. Ежедневно здесь на свет появляются малыши от мам, заразившихся ковид-инфекцией. О буднях врачей акушерского инфекционного отделения расскажет наш корреспондент Надежда Саханская. Плановые и экстренные медицинские услуги осуществляют высококвалифицированные специалисты Якутского перинатального центра. Именно они готовы прийти на помощь в любой ситуации. Александр Самбуев посвятил себя благородному призванию. Он выпускник медицинского института Северо-Восточного федерального университета и уже не первый год анестезиолог-реаниматолог акушерского инфекционного отделения. В перинатальном центре действует режим повышенной готовности. Здесь все палаты оснащены по последнему слову медицинской техники. Наш перинатальный центр имеет, как в тяжелых случаях, аппараты ИВЛ, уже знакомые населению, что это такое. Также мониторы у каждой койки. Это не только как в реанимации, но и в обычной общей палате ковидного отделения. У каждой койки есть мониторы, ежечасное наблюдение за давлением, пульсом, сатурацией, пульсоксиметр. Ковид-инфицированные роженицы попадают в родильную палату с отдельного входа. Персонал заходит с чистой зоны. В отдельном помещении медики проходят санпропускник, обработку и меняют одежду. Так, из чистой зоны мы проходим в санпропускник. Здесь мы снимаем все свои личные вещи, полностью раздеваемся, одеваем новые костюмы хирургические. Здесь же СИЗы, средства индивидуальной защиты, респираторы, маски, бахилы. Обувь тоже вся снимается, одеваются тапочки, на них же бахилы. Полностью во все экипированные. Это мы проходим дальше в предбанник и в красную зону. Так-то я правильно.
Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и в работу родильного отделения. В последнее время рождаются дети, у которых подтверждается диагноз COVID-19. Это наводит на мысль, что есть вероятность внутриутробного инфицирования от матери. Из 10 беременных с положительным, ну и вообще болеющим ковид, ребенок положительный ПЦР-анализ на ковид будет 1-2 из этих. То есть это 1 к 10, 2 к 10. Поэтому мы им не даем матерям, то есть не прикладываем в первые сутки. Только по выздоровлению и 2 отрицательных анализов выписывается. И только на выписке, перед днем выписки они вместе. Роженицы – особая группа пациенток. Они должны придерживаться многочисленных запретов и рекомендаций для сохранения своего здоровья. Беременных всегда защищали от всего. Вот. Также это и остается. Как беременную защитить от ковида, это самим пройти вакцинацию, самим проводить каждый день личную гигиену и масочный режим. Ну, как беременная сама это все делает, так и близкие, чтобы исключить контакт. Беременность на фоне пандемии не повод для паники. Достаточно соблюдать рекомендации специалистов и уже привычные нам меры безопасности. Надежда Саханская, Виктор Рукавишников, Якутск. Тем временем в больницах Мирнинского района пройдут капитальные ремонты. На все работы из федерального бюджета выделено порядка 60 миллионов рублей. Так, в помещении взрослой поликлиники Центральной райбольницы заменят окна и устранят неисправности в канализации. Частично отремонтируют Светлинскую больницу. Там уже несколько лет в стационаре не работает лифт. А в здании расположено отделение сестринского ухода за тяжелобольными людьми. Передвигаться без подъемника сложно. На выделенные средства его заменят на новый. Также отремонтируют инженерные коммуникации и поменяют окна. Также на 10 миллионов у нас направлено на амбулаторию Алмазнинской. Поселка Алмазный, там будет капитальный ремонт. Дальше у нас годами и ремонт Тасюряха. Но мы уже подались на ремонт Тасюряха. Если будет экономия в республике, Министерство здравоохранения, экономия средств, то мы также нынче в Тасюряхе очень холодная, амбулатория очень холодная. Если нам средства выделят, то мы также будем ремонтировать Тасюрях. К другим темам. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин сегодня представил главе Якутии Айсену Николаеву нового прокурора республики Максима Попова, назначенного указом президента России. Представляя нового прокурора, заместитель генерального прокурора России по Дальнему Востоку Дмитрий Демешин отметил высокие профессиональные и личные качества Максима Попова, который имеет большой опыт службы в органах прокуратуры. Ну а в головном здании Республиканской прокуратуры состоялось торжественное открытие музея. Напомним, первый музей открылся в 2008 году и располагался в старом здании ведомства. Нынче обновлена постоянная экспозиция, расширены содержание представленных материалов. Так, в музее можно увидеть уникальные документы по истории развития прокуратуры, криминалистическую технику, которая использовалась ранее на следственной службе, архивные документы и специальную литературу. Также в качестве постоянной экспозиции представлено рабочее место прокурора советской эпохи. В 300-летие у нас зародилась идея сделать музей покрасивее, с применением уже новых технологий и сбором новых данных. И, соответственно, руководство прокуратуры республики нас поддержало. И Айдар Владимирович нам выделил помещение, были выделены определенные средства. Видите, вот какой хороший ремонт сделали, хорошее освещение. Но в будущем у нас еще в планах создания интерактивной доски. То есть у нас уже еще много фото- и видеоматериалов, которые будут все оцифрованы, кодифицированы, уложены. И уже каждый посетитель может уже в оцифрованном виде все это видеть, смотреть. На территории Якутии активно ведется работа по реализации национальной программы «Жилье и городская среда». Так, в рамках данной программы реализуется республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. В этом году на территории столицы планируется переселить более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Жильцов дома по адресу Лонгинова, 29 начали расселять еще в прошлом году. Здесь 18 квартир. Первыми, как положено, были расселены те, кто проживали в этом доме по муниципальному контракту. Осталось расселить еще 13 квартир. Они все собственники жилья.
В данном доме я проживаю 24 года. Значит, на данный момент из дома жилье получили 3 квартиры. Это, то есть, 5-я, 4-я и 9-я. Мы надеемся уже в этом году, что до конца года, как нам сказали, приезжала комиссия, что поквартирно будем получать. Лонгинова 29 признан аварийным 12 марта 2012 года. Данный дом стоит в этапе 2020 года со сроком реализации до конца текущего. Так, по словам специалиста Департамента жилищных отношений города Якутска, до конца этого года в городе планируется расселить более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в том числе и этот дом. В действующую республиканскую адресную программу включены 165 многоквартирных домов, которые следует переселить. Данный дом должен переселиться до конца текущего, как я уже сказал. Сегодня на территории столицы строятся 3 многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилфонда. Эти дома возводятся по улице Чернышевского, Билибина и в микрорайоне Птицефабрики. Последние застройщики сдадут уже в августе. Дом готов на 90%. Осталось за малым. Дом 93-квартирный, сдается в конце июля. Сейчас квартира уже на стадии окончания, завершения. Осталось приборы учета ставить. Ванны, санузлы еще монтируются. Начались работы по благоустройству. Помимо переселенцев из аварийного жилфонда, в этих домах получат квартиры еще и дети-сироты. Республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда у нас реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». У нас по плану в этом году ввод 73 многоквартирных домов, из которых уже введены 5. Соответственно, до конца года будет введены 68 домов. Напомним, в рамках данной программы на территории республики планируется расселить в целом 1 миллион 151 тысячи квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2012 года по январь 2017, в котором на сегодня проживает 61 тысяча человек. В реализации проекта задействованы все 36 муниципальных районов и городских округов республики на территории 209 населенных пунктов, в том числе в арктической зоне и других труднодоступных населенных пунктах планируется расселить более 8 тысяч человек. Дмитрий Тымыров, Михаил Тартакынов, Якутск. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров к 2024 году составит 20 388 рублей. В результате индексации на 5,5%. Следует из материалов Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В документе отмечено, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на следующий год и плановый период 2023-2024 годов не запланирована. Согласно материалам, размер индексации страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, в 2023 5,6% и в 2024 5,5%. Линию городского пляжа расширят в Якутске. Об этом заявил мэр столицы республики Евгений Григорьев сегодня на пресс-конференции. Расширять линию пляжа будут вдоль всего 203-го микрорайона. По словам Евгения Григорьева, это даст возможность большему количеству людей отдыхать комфортно. Столичная администрация также проводит работу и по несанкционированным местам купания. В частности, рассматривается возможность обустройства береговой зоны в таких местах с санитарной точкой и кемпингом для отдыха на берегу. Возможность организации там пляжей, по словам Евгения Григорьева, нужно прорабатывать с ГИМС и надзорными органами. Впереди другие масштабные планы. Ведется работа строительно-монтажная по безопасным качественным дорогам. Ведется полномасштабная работа по старту программы Илдархана и начало его по работе дворовых территорий. В целом контекст нашей работы направлен. Сейчас смотрели, каким образом быстрее сделать город благоустроеннее и удобнее для граждан, проживающих в городе Якутске.
На сегодняшний день компания «Алроса» является одним из главных источников рабочих мест в республике. Промышленные центры региона привлекают сотни желающих заработать по всей стране. Наш корреспондент побывал в одном из главных отделений компании в Мирном. О тех, благодаря кому осуществляется работа крупных алмазодобытчиков, в материале Саргаланы Неустроевой. Ежедневно через склады управления материально-технического снабжения проходят тонны груза, которые перенаправляются по всем промышленным центрам республики. Доставляют все от письменных принадлежностей и бытовой химии до спецодежды и импортных запчастей. А большая ответственность и строгий учет за всем этим лежит на плечах простых мирнинских рабочих. В частности, на хрупкие плечи местных кладовщиков. Елена Алиева в промышленность пришла 1,5 года назад. Весьма неожиданно даже для самой себя. Изначально с УМТСом познакомилась, когда работала здесь на посту охранником. Отработала здесь 3 года. Узнала, что у них уволилась уборщица. И напросилась к ним работать. Ну, как напросилась? Пришла, сказали, что кадры есть свободные, работайте. Полгода отработала, и начальница будущего на тот момент склада магазина предложила мне к ней пойти кладовщиком. Было страшно, но она меня уверила, что все будет хорошо, так как у нее опыта больше, что это все нетрудно, нужна только ответственность. Тем не менее, к ответственности Елена привыкла быстро. И даже лютые якутские морозы, по словам девушки, для работников управления не проблема. В минус 50 работаем без проблем. Если техника работает, то и мы работаем. В складах тепло, отопление есть. Подготавливаем груз в складе, и затариваем в контейнера. Несмотря на кажущуюся простоту работы и ее скуку, это не так. На одном месте кладовщики не сидят, выезжают за пределы базы, общаются с поставщиками и постоянно находятся в движении. Монотонная работа мне не нравится. А здесь постоянное движение. Срочно что-то нужно отправить, аварийная ситуация. Встаешь, бежишь, готовишь. То есть это не сидишь, ты никогда не сидишь. Всегда есть работа. На сегодняшний день Накынское отделение насчитывает всего чуть более 150 сотрудников. На работу в Мирный многие приехали из других городов. О работе в компании «Алроса» многие наслышаны не только в республике. Однако кадров по-прежнему не хватает, а ведь каждый сотрудник управления – важный винтик в механизме промышленной Якутии. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Мирный. 6 и 7 июля в Якутии проходит Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности, приуроченные к проведению 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Сегодня в зале ученого совета Арктического государственного университета состоялся круглый стол, где участники заслушали выступления от спикеров на тему «Экспериментальная и инновационная деятельность как основа модернизации и развития отрасли физической культуры и спорта». Своими знаниями и опытом по техническому обеспечению спорта поделился Белорусский национальный технический университет, который заключил договор о сотрудничестве с Чурапчинским государственным институтом физкультуры и спорта. Мы, собственно говоря, с удовлетворением принимаем предложение ректора Чурапчинского института физической культуры о сотрудничестве в сфере подготовки научно-педагогических кадров на стыке специальностей техники и физической культуры и спорта. Часть выпускников приезжала к нам уже на подготовку такую к поступлению в магистратуру. Специальность такая уникальная, методы и средства технического обеспечения физической культуры и спорта. Конечно, это поможет, собственно говоря, особенно в техническом обеспечении спорта, национальных видов спорта. Тем временем мобильное приложение 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» – это незаменимый помощник для участников, организаторов и тех, кто желает быть в курсе событий. В приложении отражены все мероприятия, программы по дням, история игр, виды состязаний, информация о талисманах, эстафете огня, партнерах, а также об объектах проведения соревнований. Одна из задач приложения – быстрое и удобное информирование. Это особенно актуально в период, когда в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции игры Манчары в селе Бердигистях пройдут без зрителей. Приложение даст
даст возможность для всех оперативно узнавать новости, итоги и ход соревнований. Сейчас приложение «Игры Манчары» работает в тестовом режиме, но уже каждый желающий может скачать его и установить на свое мобильное устройство. Там вся информация об играх Манчары, начиная от истории, да, которые вот начались наши игры Манчары 68 года, да, и заканчивая вот и программами, всеми расписаниями, там новости будут, да, все, ход соревнований, игр Манчары, там все будет, информация будет постоянная, там геолокация, карта, места проведения, значит, да, объекты, фотографии, все, на наш взгляд, получилось очень удобное приложение, ну и, конечно же, это все сделано для удобства. Спорт популярен у ленчан даже знойным летом. Провести время с пользой предпочитают молодые люди, а также молодые семьи. В Ленске в летнее время пользуются спросом велопрокат. Такая услуга у ленчан появилась не так давно и сразу покорила горожан. В пункте велопроката побывала и наша съемочная группа. Быть в форме сегодня стремятся все, поэтому активный досуг даже во время пандемии и в летний период популярен у ленчан. Вот уже 3-й год в Ленске работает велопрокат. Мы со своим проектом участвовали в районном образовательном форуме «Ленский берег», где судейская коллегия нас поддержала, выделила часть средств. Вторую часть мы добавили из собственных. Стоимость проката взрослого велосипеда составляет 200 рублей в час, а весь детский инвентарь мы оставили на прежнем уровне 100 рублей в час. Не каждый хочет тратиться на дорогой спортивный инвентарь, да и хранить его в квартирах не всегда есть возможность. А здесь можно взять во временное пользование велосипед взрослый, детский, а также самокат. Для семейных пар с маленькими детьми в прокате имеются велосипеды со специальным детским креслом. Особенно популярный такой вид отдыха у молодежи Ленска. Работаю здесь недалеко в Сбербанке, постоянно в этом велопрокате беру велосипед регулярно, хотя как минимум раз в неделю. Цены, в принципе, устраивают, велосипеды в отличном хорошем состоянии, постоянно люди следят, ну, вот, обслуживающий персонал. Ну, в общем, никаких нареканий нет, хорошо, что такой велопрокат вообще у нас в городе есть, очень доволен. Прокат работает возле центра доп. Образования СРГ ежедневно с 12 до 21:00. Есть услуга вечерней прогулки с 21 до 23:00. Отличную работу единственного в Ленске велопроката отметили и на Республиканском. Он стал лучшим товаром Якутии в 2020 году. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Нерюнгринские члены клуба военно-тактических игр «Феникс» более 5 лет активно занимаются общественной деятельностью в сфере патриотического воспитания молодежи, регулярно проводят слеты и соревнования. Этим летом активисты организовали большой ролевой проект «Ключи от города». Об игре и ее участниках расскажут наши коллеги. Начало игры напоминает что-то среднее между военным сбором и туристическим слетом. В назначенную точку прибывают участники команд – нерюнгринцы, тындинцы, алданцы. Есть время проверить оружие и даже подкрепиться. Бывалые игроки знают, что за несколько часов игры этого сделать не получится. Игра на свежем воздухе с полной экипировкой. Бронежилеты, очки и маски – это уже не антураж, а средства индивидуальной защиты, необходимые каждому, кто решил перейти границу полигона. 3 стороны – это конфликтующие стороны НАТО и Российская Федерация, и мирные жители. В составе мирных жителей были у нас как и работники, то есть была немножко развита такая инфраструктура, у нас были магазины, была аптека. Впервые мы завезли здесь сюда технику. Мало, у нас были боевые автомобили, на которых передвигались группы диверсионные, то есть работали по назначению. Как отмечают сами игроки, такие выходные, как поход к психотерапевту. А смысл игры – коллективный отдых, нейтрализация негативных эмоций и агрессивных устремлений, радость взаимного общения достойных людей. Игра довольно-таки насыщенная. Это первая у нас была ночная фаза. Вообще первый раз поехали на суточные игры. Обычно у нас только, то есть целый день играем и все. А тут именно что несколько дней. В целом очень понравилось. В принципе, сюжет, я как понимаю, здесь развивается уже не первый год. То есть мы в него вклинулись, играли совместно с теннисской командой. То есть они уже играли, а мы как бы к ним подключились. В целом все понравилось, отличная игра. Они воплощают в жизнь мечту миллионов любителей компьютерных игр. Выбрать любое оружие, снаряжение и армию, погрузиться в мир закрытого городка с военным положением. Они знают, как пройти войну и выжить. На протяжении 3 дней шли ожесточенные боевые действия, да, проходила сама ролевая составляющая данной игры. И по итогу
вообще по сюжету выиграла команда сборной России, получается, да, как бы команда сил Российской Федерации. Вот. А по итогу просто игры, окончания 3 этих дней, то победила команда НАТО, то есть команда сил НАТО. Взорвали бомбу и тем самым уничтожили базу Российской Федерации. Страйкбол не настоящая война, но настоящие страсти. В игре есть сюжет на будущий год, который меняется на протяжении игры. Это игра без рамок, но здесь необходимо быть честным с собой и окружающими игроками. Здесь игроки доверяют друг другу, так как их объединяет одна цель – насладиться игрой. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию, еще лучше получите вакцину. Всего вам доброго и до свидания.